Школа – это первая ступень в большую жизнь для каждого человека. Обучаясь в учебном заведении, предполагается, что, выйдя из его стен, ученики смогут влиться в социальную среду как полноценные граждане. Но практика показывает, что в реальности все получается не совсем так. Так для чего же все-таки нужна учеба – для школы или для жизни? Чтобы услышать мнение молодежи, общественное объединение «Пилигрим Демо» организовало публичные дебаты, в ходе которых были обсуждены вопросы влияния школьной программы на формирование и совершенствование у учащихся навыков и компетенций активного гражданина. Директор общественной организации утверждает, что молодежи почти не уделяется внимания. Для того, чтобы развивать в молодых людях навыки, им был предложен вариант открытия лагерей. У молодежи практически не уделяется внимания. То есть для этого необходимо внедрять какие-то тематические и нацеленные программы, которые развивали бы у молодых людей какие-то определенные навыки. И развивали их кругозор, критическое мышление, навыки предприимчивости, готовили бы молодых людей к реальной взрослой жизни. Для этого необходимо, с моей точки зрения, задействовать лагеря, чтобы они были не спортивно-оздоровительными, а чтобы они были тематическими. Получив большой багаж знаний, выпускники не знают, куда и, самое главное, как его применить. Как сконцентрироваться и выделить самую необходимую информацию, как презентовать себя и проявить свои качества. На эти вопросы не все молодые люди могут дать себе ответ, ведь в школе они только получали знания, но не учились тому, как их применять. Те уроки гражданского воспитания, классный час, они в принципе подразумевают эту возможность, но они не выполняют должным образом, в должной степени это. Наверное, потому что эти уроки проводятся в форме такого: прочитал, рассказал или там рассказали тебе и все. Те же дебаты, не такого формата, как сейчас, а внутри класса, какие-нибудь конкурсы, даже какие-то ученические исследования. Свободное общение между учителем и учеником, вот такая доверительная обстановка, по-моему, она больше способствует лучшему обучению ученика, чем нежели я вам дам материал, вы зазубрите, вы мне потом его расскажете, и я вам поставлю оценку. К сожалению, есть учителя, которым самим неинтересно вести свой предмет. Необходимо изменить сам процесс ведения урока и сделать его более интерактивным, чтобы ученики во время преподавания какой-либо новой темы взаимодействовали больше друг с другом, тем самым, допустим, развивая свои социальные навыки, навыки предприимчивости, организовывать какие-то проекты, которые будут, допустим, делаться прямо на уроке. Педагоги интерес к новым методам преподавания приветствуют. Чего бы он хотел услышать на уроке, что бы он хотел узнать, каким образом бы ему можно было это донести, чтобы это было результативно, потому что КПД тех знаний, которые получают дети, оно минимальное, по той причине, что не создана среда для обучения. Для того, чтобы решались проблемы молодежи, необходимо проводить встречи с представителями власти. Также молодые люди высказали мнение о том, что нужно устранить барьер между простыми гражданами и чиновниками. В том же Доме культуры собирать молодежь и просто дискутировать, общаться, причем очень просто, без каких-либо там серьезных официальных мероприятий, просто выслушать молодежь. Ты когда идешь в какую-то инстанцию, ты чувствуешь вот эту ступень, и ты, как правило, ниже немного, и ты всегда боишься, у тебя есть какая-то робость, хотя, в принципе, ты просто просишь какую-то часть своих гражданских прав, поэтому, я думаю, такие встречи могут позволить молодежи немножко стереть эту грань, этот барьер и боязнь, наверное, перед властью. Свои мысли молодые люди имели возможность высказать во время проведения дебатов представителям власти, которые не отрицают необходимости проведения дискуссий. Встречаться нужно, есть необходимость, потому что молодежь должна влиять на политический клад и должна быть представлена соответственно и в парламенте, и в Народном собрании. И на сегодняшний день мы можем говорить, что молодежь присутствует в политике. Публичные дебаты были организованы в рамках проекта продвижения качественного государственного управления в Гагаузии, реализуемого Пилигрим Демо при поддержке посольства Великобритании в Молдове через Фонд развития качественного государственного управления.